Вынужденный марафон. В 12-этажном доме по улице Чернышевского, 14/2 уже 2 недели выключены лифты. Управляющая компания кивает на новые законы, а жильцы вынуждены ходить пешком или вовсе не покидать свои квартиры. Афанасий Николаев продолжит. На 12-м этаже живу. Никак не могу, кое-как меня спустили. Я никак не могу подняться. Вот с тросточкой и то кое-как хожу. Ольга Васильевна Шапошникова живет на 12-м этаже. Правда, уже 2 недели бабушка не может попасть домой. То у родственников, то на даче. Пожилые люди, женщины с детьми и люди с ограниченными возможностями остались заперты в когда-то элитной высотке в центре столицы. 12 мая оба лифта, грузовой и пассажирский, были выключены. Причина – преклонный возраст элеватора. Все мыслимые сроки эксплуатации вышли. Говорят, что можно включить, но это очень опасно. Это очень опасно. Даже многодетная мать, да, будет подниматься с 3 детьми, не дай бог что-то произойдет, он просто, там все. Сейчас все жители дома от мала до велика вынуждены ходить пешком. Но это не единственная проблема. Мало что лестница практически не освещается, тут кругом мусор, так еще и домофон не имеет связи с квартирами. То есть, если есть у тебя ключ, ты открываешь дверь и проходишь, а если к тебе кто-то пришел, к примеру, то с 12 этажа тебе придется идти пешком, открывать вниз дверь своему гостю и снова подниматься на 12 этаж. Причем первый звоночек прозвенел еще 2 года назад. Но тогда управляющая компания «Прометей» смогла продлить сроки эксплуатации старых лифтов еще на 2 года. Правда, о том, что будет через эти 2 года, никто не подумал. Тогда мы спросили, ну а дальше-то что? Будем работать. Это, если мне память не изменяет, где-то март тоже, да, или может быть февраль 2013 года. Все. И в декабре потом стали только собирать документы. Как мне сказала Татьяна Николаевна, что по одному закону мы, говорит, опоздали уже, а по второму закону мы не входим. В «Прометее» нам пояснили, что ничего с этой проблемой сделать не могут. Это просто не в их компетенции. Заменить лампочки в лифте или кнопки – это пожалуйста. А замена всего лифта – это уже капитальный ремонт. А за это, согласно новому закону о фондах капитального ремонта многоквартирного жилья, должны платить собственники квартир. Жители должны понимать, что содержание своего дома и проведение капитальных ремонтов согласно текущих регламентов и текущего закона, действующего на территории Республики Саха как субъекта Российской Федерации, предполагает под собой денежные затраты со стороны жильцов. То есть они должны участвовать в программе капитального ремонта. Получается, жителям дома необходимо собрать почти 6 миллионов рублей, учитывая то, что первые 5 этажей вряд ли согласятся скинуться на новый лифт. Или ходить пешком и исправно платить квартплату 16 лет. И в 2030 году дождаться своей очереди на капитальный ремонт. К сожалению, новый закон победил собственных граждан. Афанасий Николаев, Дмитрий Сергучев. Новости столицы.